Я с некоторыми делился на днях. Можно сравнить с коровой, привязанной за веревку. В зависимости от нашей кармы мы получаем определенное положение, телосложение, оказываемся в определенной ситуации в настоящий момент. И между колышком и веревкой, за которую привязана корова, существует определенное пространство. И наше притворство действует в рамках этого расстояния от колышка до коровы, насколько далеко она может уйти. Говоря об углублении, Прабхупада дает нам понять, что, углубляясь, мы выходим за рамки той длины веревки, на которую привязана корова. Любые попытки самосовершенствования, социализации, любые материальные усилия в лучшем случае могут помогать в пределах между колышком и веревкой. Простите, между колышком и коровой, привязанной за веревку. Это значит, что бы вы ни делали, вы по-прежнему связаны судьбой, кармой. Один проходит курсы недвижимости и становится мультимиллионером, а другой проходит тот же самый курс и остается банкротом. Разные техники помогают, если на то есть карма, воспользоваться и получить благо в рамках отпущенной веревки между колышком и коровой. Все это помогает передвигаться на небольшое расстояние веревки, что необходимо, но вместе с тем мы хотим выйти за ограничения, наложенные на привязанную к колышку корову, что возможно изменить только с помощью деятельности, меняющей карму, то есть преданного служения. В противном случае человек остается продуктом результата кармических реакций. Человек связан, несмотря на свои усилия, он все равно связан. Усилия могут что-то дать, но лишь в ограниченной мере, так как он ограничен длиной веревки. Он ограничен положением заключенного, и поэтому продолжает притворяться заключенным. И даже если он исправляется, он притворяется исправившимся заключенным. Хорошо быть уважаемым заключенным, ставшим на путь истины, однако он по-прежнему заключенный. А если мы можем изменить карму, мы меняем всю эту ситуацию с коровой, веревкой, колышком. Этот момент смущал Сатьяврату Муни, что если для нас естественно быть в сознании Кришны, то почему иногда мы думаем, что Майя так сильна? Если Кришна больше нас хочет, чтобы мы вернулись, если у нас есть свобода воли, то почему на нас что-то давит? И что это за предопределенность? И он объясняет, что всегда есть предопределенность, но свобода воли также есть всегда. И всегда присутствует фактор времени. Все эти три вещи присутствуют каждое мгновение, и мы способны изменить ситуацию. Может, не сразу, как Прабхупада говорит в том стихе. Не обязательно карма уйдет сразу, но она точно никуда не уйдет, если мы будем продолжать думать и притворяться, что это невозможно, или думать, что то, за кого мы себя выдаем сейчас, это реальность. Но она уходит, когда мы понимаем, что притворялись, вели себя неправильно, неправильно настроение, получали неправильный опыт. И чтобы выбраться из этого, мы должны выдать себя за других. Мы загнали себя в такую ситуацию с помощью неправильных мыслей, породивших неправильные слова и поступки. И теперь мы должны выбраться из этого, притворившись и действуя иначе, что является нашей истинной деятельностью или приближает нас к такой, что начать не просто размышление, не механическая деятельность. Мы должны пропитаться, как сейчас мы пропитались. Притворяясь неправильно, мы должны пропитаться правильным притворством. И тогда, что казалось сложным, перестанет казаться таким. Потому что тогда
мы устраним барьеры, которые так сильны из-за нашего искусственного притворства. Вот почему преданные высокого уровня имеют сильную веру, потому что они знают, Кришна всегда рядом. И вот почему они готовы отправиться даже на адские планеты, ведь они всегда с Кришной. Они знают, что отдельность от Кришны — это всего лишь притворство. Вот почему они иногда так облегчительны, потому что они понимают, вы в мае, потому что сами это позволили, вы в беспокойстве, потому что сами его приняли, вы полностью сбиты с толку всякой ерундой, потому что думаете, что не способны выбраться, потому что вы так думаете, утвердились в этом. Вы самый большой враг для себя и сможете измениться только если поймете, что сами являетесь своим величайшим врагом. Пока мы не признаем это, мы продолжаем все валить на прошлый опыт, прошлую карму, чьи-то обстоятельства, чьи-то недостатки. Мы смотрим на все это и упускаем возможность воспользоваться собственным могуществом. И поэтому долг духовной личности — помочь людям признать, чем они обладают, и научить использовать это. Даже если им неприятно слышать факт, что они сами ответственны за то, что с ними происходит. Им не хочется слышать, что они могут все изменить. Долг духовной личности очень мягко дать людям понять, наш ум может быть величайшим врагом или другом. И если мы притворяемся, что наш враг, и действуем таким образом, так оно и будет. А если мы контролируем его с помощью 9 методов бхакти, тогда что происходит? Ум становится нашим достоянием, и мы начинаем действовать в соответствии со своей истинной природой. Это как если человек очень богат, но почему-то внушил себе, что беден, и потом он начинает действовать, как будто он богат. Человек очень красив, но убедил себя в том, что уродлив как черт, и теперь он притворяется, что красив. И его настроение полностью меняется, потому что это истина, он и вправду красив, он всего лишь внушил себе, что жутко уродлив, и все его отношения с окружающими, что он дает и принимает, построены на представлении о своем уродстве. И тут его вдохновили притвориться красивым, потому что он правда красив. И теперь он оценивает и ведет себя совсем по-другому. И хотя это притворство, он приводит себя в исходное состояние. Он достает одну колючку с помощью другой, чтобы принять действительность, потому что настолько внушил себя, что не такой, какой есть, и для того, чтобы вновь вспомнить, какой на самом деле требуется та же сила. Последний момент. Мы можем изменить карму также с помощью праяшчиты. Это раскаяние, искупление. Это больше метод карма-канды, но он также меняет карму. У каждого из нас есть определенный груз, то, что мы принесли с собой из прошлого. Это часть судьбы. Она не вечна, но она есть. Это багаж. И с помощью определенных аскез простой жизни, прямо осуждая этот багаж, можно изменить. Однако самый лучший способ изменить ее с помощью прямого, глубокого, преданного служения. Понимаете, аскезы и правда меняют, они сжигают карму. Но, тем не менее, это более медленный способ, так как он относится к внешним вещам. И не обязательно. Сознание может постепенно меняться, но не обязательно. Если мы глубже погружаемся в преданное служение, происходит изменение сознания, и, как следствие, меняется наша речь и поступки. Мы прочитаем последнюю цитату, ответим на вопросы. Речь не идет о визуализациях, настроях. Речь идет о том, чтобы стать одержимым притворством с целью понять и обрести свою истинную суть. Все это помогает, поскольку если мы принимаем или думаем, что находимся во Вриндаване, если мы думаем, что окружающие люди любят нас, а мы любим их, мы думаем так, говорим так и действуем так, тогда это становится нашей неотъемлемой частью, и мы будем делиться и передавать это другим. Но если мы думаем, принимаем, этот ко мне хорошо относится, этот плохо, этот лучше, этот хуже, в
возникает проблема. Ведь тогда мы продолжаем притворяться представителями двойственности, и такое же отношение будем получать в свой адрес. Мы не говорим об искусственности. Существует разница между искусственностью и притворством с истинными мотивами. Искусственные люди эксцентричные, непредсказуемые, они лишены целостности. Есть разница. Мы говорим о сильном желании стать самим собой, что мы выходим за рамки поверхностного ортодоксального представления о том, что это значит. Иметь сильный голод и жажду, испытать чистую бхакти, осознавая, что она достояние каждого, что теперь вы ведете себя таким образом, пытаясь все доступное использовать и предлагать обратно Кришне, видеть, что все приходит от Кришны, осознавая, что любое наше действие — это возможность сказать Кришне «да» или сказать «да» смерти, и получить очередное материальное тело. Потому что бы мы ни делали, в конце концов, если мы продолжаем притворяться неправильно, приходит смерть, и на этом глава заканчивается, начинается новая, мы притворяемся опять, и вновь смерть, смерть, очередная сцена, очередное действие. Ведь любая жизнь человека или животного — это игра живого существа в определенном костюме, и в зависимости от костюма мы переживаем определенный опыт. И теперь мы призываем: уйдите со сцены и примите, и станьте сами собой, вечным живым существом. Перестаньте играть в эти спектакли и смотреть кошмары, и раз и навсегда избавьтесь от этого. Последняя цитата. Это из лекции на Радха-ятре 1 июля 1971 года в Лос-Анджелесе. Это подчеркивает необходимость серьезности. С одной стороны, вы должны постоянно повторять Харе Кришна мантру, чтобы не упасть. Если мы повторяем круги некачественно или думаем, что мантра не действует, мы притворяемся, что эта мантра не связана с Кришной, что она не связывает нас с духовным миром. Мы притворяемся, что суть в повторении звука или в том, чтобы закончить свои круги, и что Кришна нас не слышит, что мы не вступаем в контакт с жителями духовного мира. То есть мы притворяемся так. Представьте, вы звоните кому-то, делаете вид, что на том конце вас не слышат, тогда разговор будет совсем другой. Но если вы звоните и принимаете, что они слышат на том конце, или делаете вид, хотя сами их не слышите, но вы притворяетесь, что вы хотите, чтобы они услышали ваши слова, и вы потом узнаете, что они на самом деле были на связи. Таким образом, Прабхупада сначала подчеркивает воспевание. Часто все начинается и возвращается к качеству воспевания и осознанию того, что мы делаем, призывая имена Кришны. Когда мы повторяем имена Господа, наш ум, преданное служение и вся деятельность, все объединяется, чтобы соприкоснуться с мантрой. И если в нашем уме всякий бред, если наши поступки бесконтрольны, мы не соприкасаемся с мантрой, хотя она очень могущественна, чтобы все открыть нам. И мы притворяемся, что мантра не столь могущественна и не поможет нам. Но если мы принимаем ее, как она есть, и тогда, если мы вытаскиваем одну колючку другой, мы соприкасаемся с ее могуществом. Некоторые преданные повторяют мантру и делают это на ходу или повторяют просто из чувства долга, или они даже совсем не могут повторять, потому что недостаточно искренне, чтобы понять, что если вы хотите к Кришне, тогда примите и стремитесь к Нему, если нет, перестаньте притворяться. Обратитесь к Шиве, Брахме или Дурге, или просто повторяйте свое имя. Так, если мы не принимаем Кришну,
притворяясь, что его нет там, где он есть. Тогда у нас возникают соответствующие мысли, настроения, и наши чувства действуют в этом же ключе, и мы упускаем возможность сегодня установить связь с Кришной. Мы говорим о погружении. Если мы не погружаемся, мы, несомненно, падем. Это неизбежно. Если мы не погружаемся, мы падем. Если мы не углубляемся, мы уже падаем. И в какой-то момент мы так упадем, что не сможем подняться. В один момент мы настолько падем, что начнем притворяться, что наше безумие невозможно изменить в этой жизни. Мы отказались признать, что это возможно, и так произойдет. Мы станем причиной того, что получим новое тело. Мы примем участие в еще одном спектакле, и нам понадобится еще одна сцена, чтобы попытаться выбраться из этой искусственной игры. Для некоторых это единственный путь. Некоторым придется получить новое тело. Если они неосторожны будут в новом теле, они будут делать то же самое, что и во всех многочисленных предыдущих телах. Вот почему в конце Кали-юги Калки приходит и просто всех убивает. Потому что тогда люди настолько погрязнут в притворстве, что для того, чтобы им помочь, их необходимо вытряхнуть из конкретного костюма, так как сам по себе этот костюм даже не позволяет им воспользоваться своей свободой. Они настолько сжились тюрьмой, это стало неотъемлемой их частью, что остается единственный способ помочь им заставить перейти в новое тело, где они будут чуть меньше притворяться в негативном смысле. Вот почему духовный учитель в одинаковой степени режет и дает любовь. Потому что когда он режет, это тоже проявление любви. Как же вы поймете? У вас достаточно сил. Кришна дал их вам. Если вы не используете их, это значит, что вы постоянно отвергаете Его любовь и заботу. Так что долг духовного учителя не позволить вам думать ята-мата-тата-пата, что это нормально продолжать выдавать себя за непонятно кого. Или нормально схватить веревку, а потом отпустить. Или нормально продолжать кричать, когда вам бросают веревку, вы не хватаетесь за нее. Когда вы хватаетесь, присутствует фактор времени, вы кричите, помощь придет в свое время. И когда вам бросили веревку, теперь вы должны стать серьезнее, чтобы вас вытащили. Вы должны продолжать держаться. В противном случае, если вы не держитесь и не ползете вверх, какое-то время повисите на месте, испытайте напряжение, беспокойство, почему ничего не происходит, и понемногу вы начнете отпускать веревку или сползать, чтобы стало полегче. Но в любой ситуации у человека есть возможность и силы все изменить. Прабхупада говорит, отныне никакого незаконного секса, никаких интоксикаций, никакого мяса. Таким образом, если вы старательно прогрессируете, тогда освобождение вам гарантировано. Если вы старательно прогрессируете, тогда освобождение гарантировано. Как с врачом. Если вы идете к врачу на лечение, он прописывает лекарства и запрещает что-то делать. Не делайте этого. Так, вы принимаете лекарства и не делаете то, что он запретил, тогда ваше выздоровление гарантировано. Но если вы не следуете наставлению, не регулярно принимаете лекарства, то как можно ожидать выздоровления? Оно может прийти, но может занять очень много времени. Если вы хотите выздороветь быстро, относитесь серьезно. Как Друва Махарадж, за 6 месяцев он увидел Бога. За 6 месяцев. Это возможно. Следуйте. Прекратите то, что я говорю. Если вы не следуете регулирующим принципам и наставлениям, освобождение откладывается. В противном случае оно гарантировано. Преданный задает вопрос, как развить такую серьезность, если вы привыкли быть легкомысленным? Прабхупада отвечает, серьезность. Если вы серьезны,
Вы развиваете серьезность. Если вы легкомысленны, то как вы станете серьезным? Поэтому наставление таково. Если Прасад Бхагават Прасада, вы должны со всей серьезностью подчиниться приказам духовного учителя. Тогда вы серьезны. Если вы считаете, духовный учитель такой же человек, как я, почему я должен строго следовать его наставлениям? Тогда вы не серьезны. В чем прок от вашей инициации? Мы закончим на этом. Сегодня мы рассмотрели могущество погружения, и мы провозгласили, что один из лучших способов углубиться с помощью притворства. Мы загнали себя в нездоровую ситуацию, в нездоровые отношения. Мы притворялись, делая вид, как будто мы не вечны, не полны знания и чистоты. Мы делали это очень искусно в течение миллионов жизней, 8 миллионов 400 тысячах формах. И что, кажется, кроме этого ничего не существует. Мы говорили о том, что неудача заставляет нас утратить надежду, приносит разочарование и заставляет притворяться. И также мы сказали, что прошлый успех не позволяет нам идти глубже, так как мы успокаиваемся на прошлых достижениях и перестаем понимать, что надо продолжать ползти вверх. Хотя мы схватились за веревку и успешно ползли, однако этот успех не должен позволять нам утратить бдительность, чувствовать себя любимым, защищенным, хорошо относиться к людям. Все зависит от того, что принимает ум, санкалпа викалпа. Противодействовать нездоровым представлениям, опасности, о которой мы говорили. Если у нас нездоровые мысли, мы забываем, что они могут как приходить, так и уходить от нас. Не понимать природу настроений, что они, подобно временам года, сменяют друг друга. И когда у нас одно настроение, мы должны делать определенные вещи или ждать, когда придет другое настроение, предвкушая, что можно сделать тогда. У каждого существует свой мир, то есть каждый подвергается определенному влиянию в зависимости от кармы и свободы воли. И думая о себе, мы понимаем, что другие должны сделать свой выбор и нести ответственность за него. Не нужно пытаться заставить людей думать и действовать так же, как мы, но понимать, что за каждым сделанным выбором будут последствия. Чувства, особенно негативные эмоции, мы можем использовать их как критерий, показывающий, что мы притворяемся неправильно, и мы должны серьезно измениться. И понять, что в настоящий момент, что бы ни происходило в прошлом, хорошего или плохого, мы отдаем себе отчет, что способны изменить будущее, опираясь на настоящее. Затем мы зачитывали некоторые цитаты, где мы обращались к теме кармы, в смысле, что она не уходит сразу, но может уйти позже. Мы должны оставаться твердыми. Мы обсуждали клеши Вишванатха Чакраварти, как карма развивается из кута зачаточного состояния, биджу, семя, и потом прарабдху, непроявленное состояние, потом прарабдху, проявленное состояние. Мы говорили о человеке в колодце. Мы сказали, что все, что с нами происходит, это сочетание наших желаний, как мы притворяемся, и наших заслуг. Мы упомянули пример с коровой, привязанной за веревку. Наше жизненное пространство, жизненный опыт связано с прошлыми мыслями, и теперь карма определяет длину веревки, насколько далеко корова может передвигаться. И необходимо преданное служение прайшчита, но особенно преданное служение, состоящее из могущественного воспевания святого имени, исследования 9 методам бхакти под руководством и с благословения гуру, садху и шастр. Благодаря этому карма меняется. У нас появляется больше сил перестать выдавать себя за того, кем мы не являемся, и начать притворяться
в смысле погружаться, изменив ход мыслей, действуя иначе, пока мы не станем изначальными духовными существами. Чтобы это раскрылось, мы начинаем действовать так, снимая одну оболочку за другой. Так что в любой момент у нас есть выбор, жить ли настоящим, понимая, что Кришна всегда любит, защищает и всегда добр к нам, но мы очень искусно избегаем его, и мы должны принять решение, хотим ли мы вновь обрекать себя на страдания, хотим ли мы мирно страдать или измениться отчасти, или мы готовы изменить весь спектакль, признавая, что в нашей власти сделать это, таким образом притворяться самим собой, искренне притворяться, чтобы стать такими в полной мере, нырять, погружаться глубже. Единственный способ, так как если мы не углубляемся, особенно находясь в подобном окружении, как здесь, благостном, ум будет бунтовать и бить вас, тем самым он дает знать, что вы не притворяетесь искренне, вы охвачены гунами страсти и невежества, и так он нападает на вас. В подобном окружении мы будем духовно расти и углубляться, либо ум будет мучить нас и позже заставит прекратить преданное служение и в целом сознание Кришны. Если человек не углубляется, это естественно с ним произойдет, но в сатвическом окружении это произойдет быстрее, как в святой Дхаме все усиливается, все ускоряется, как плохое, так и хорошее. Таким образом, во власти каждого из нас выбрать, кем притворяться. И судьба во многом зависит от этого. Выберем ли мы стать охваченными любовью Кришны и руководствоваться этим, или быть охваченными отделенными энергиями и руководствоваться вожделением и двигаться в этом направлении. Все, что происходит с каждым из нас, зависит от наших желаний и заслуг.